Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Алхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами начали разбирать хадису шафаа, хадис о заступничестве. И мы привели один из риваятов хадиса от Абу Хурайры, радийаллаху ан. И мы с вами говорили о том, как в судный день люди будут искать защиты, искать тех людей, которые бы хоть что-то смогли сказать перед Аллахом, потому что это будет как раз тот день, когда гнев Аллаха будет настолько силен, что, как пророки будут говорить, да, что ни до этого такого у Аллаха гнева не было, и после этого не будет. И поэтому не то, что простые грешные люди будут дрожать от ужаса и страха, а самые лучшие избранные Аллахом люди, маасум, которых мы называем маасум, то есть они защищены от грехов, а даже пророки будут дрожать перед Аллахом, и никто не будет говорить: давайте я там за всех буду заступаться, да, вот говорят же, когда некоторые приглашают на маджлисы, ашха, начинаешь им говорить про судный день, они говорят: так, хазрат, мы же с тобой дружим, там, что-нибудь скажешь за нас? Я говорю, кто бы за меня что-нибудь сказал бы в судный день? Поэтому люди будут искать заступника, и мы с вами говорили о том, что как они придут сначала к Адаму, алейхиссалям, и он скажет: нет, у меня свои проблемы, да, я вкусил запретный плод, и даже в некоторых риваятах хадиса говорится, что он говорит, что из-за меня вы оказались на земле. То есть мы были выведены из рая из-за моего греха. И что вы от меня хотите, чтобы я за всех заступался? Поэтому идите к Нуху. Нух скажет, что у него свой грех, и он воспользовался той возможностью, которую Аллах ему дал. То есть у каждому пророку Аллах даровал одну мольбу, дуа, которая непременно примется. И он использовал это дуа, Нух, против своего народа. То есть он обратился к Аллаху, чтобы Аллах погубил его народ. Потому что Нух претерпелся такого, что невозможно представить. Да? 950 лет он призывал к Аллаху и уже потом сделал дуа. Поэтому он сказал: нет, у меня свои проблемы, идите к Ибрахиму. Ибрахим тоже скажет: я солгал трижды. Ученые приводят из истории Ибрахима, это все в Коране есть, многие истории, да, что трижды он солгал за свою жизнь, но это была ложь, в рамках дозволенного. Потому что мы не можем сказать, что Ибрахим был лжецом, он был один из самых лучших пророков. И поэтому первый раз ученые говорят, что это была история, когда он пришел к залиму, царю, то есть на территории тирана, вот этого царя. Он знал правило, что если царь увидит какую-нибудь красивую женщину, он забирал ее себе, а мужа убивал. И он знал это правило, и когда его люди пришли к нему и спросили, кто это, то есть про жену Ибрахима, она была очень красивой, Сару, он сказал: это моя сестра. Потому что он прекрасно знал, что если он скажет: это моя жена, его сразу убьют. Потом заберут Сару. Да? И он сказал: это моя сестра в Аллахе. То есть сестра по религии. Так ведь? Поэтому его оставили, но жену забрали, но Аллах не отдал ее царю, потому что каждый раз, когда он хотел дотронуться до нее, его парализовало. И он потом так испугался этого и сказал, что это шайтан какой-то пришел. Вы не женщину привели ко мне, а шайтана. И он отказался. И второй раз, когда его позвали на праздник многобожий, то есть где там собирали божества, праздновали, и он сказал: «Инни саким», это в Коране есть, я болею. То
То есть я не смогу прийти, потому что я болею. И третий раз это когда он разбил божества. И потом, когда люди спросили, а кто их сломал, да? Он сказал, это у них самый главный сломал. То есть самое главное божество сломало менее главных, маленькие божества. И когда они спросили, а кто это скажет? Ну, спросите у него, говорит, вы же думаете, что он слышит и видит. Вот поэтому, это была ложь, но это была ложь, называлась она ложь, но это было все в рамках, дозволенного. Вот. Потом он скажет, идите к Мусе. Муса скажет то же самое. Но Муса, когда назовет свой грех, он скажет про того мужчину, которого он убил. Но это было Это было неумышленное убийство. Да? Я уже начал об этом говорить. Когда он хотел защитить одного человека, то он так получилось, что он его ударил. А Муса, он обладал огромной мужской силой. То есть, это мы знаем из истории в Коране, когда закрыли колодец камнем, да, у водопоя, и две женщины, девушки, они не могли открыть его, чтобы напоить своих животных. И вот он пришел, он поднял этот камень. И в Тафсире говорится, это был камень, который поднимали 10 мужчин. То есть он просто пришел и сам один поднял его. То есть он был очень сильный. И, наверное, он поэтому осмелился с ангелом смерти подраться. Вот. И вот когда он хотел защитить другого человека, он ударил этого, и тот умер. То есть он не хотел этого, но вот так получилось. И он вспомнил этот свой грех и сказал, что у меня своя проблема, идите к другому. И потом он отправил Иса, алейхиссалям. Они уже дошли до Иса. Где-то говорится, что Иса сказал, что у него свои проблемы, да, свои грехи, но где-то говорится, что он не стал называть свой грех, а в каком-то из риваятов, вот очень много, просто у нас нет времени все эти риваяты приводить про хадису шафа'a. Вот в одном из риваятов говорится, что он сказал, что люди поклоняются мне. То есть люди поклоняются мне помимо Аллаха, поэтому я боюсь за себя. То есть, на самом деле, он не призывал к этому, он призывал к единобожию. Но так получилось, что люди начали обожествлять его, называть его Сыном Божьим. Так ведь? Поэтому он сказал, что я не знаю, что со мной еще будет. То, что люди начали поклоняться мне. И поэтому нефси, идите к Мухаммаду. И все придут к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха скажет, да, я для этого. То есть я для того, чтобы заступаться за вас. И мы с вами говорили, что он придет к подножию трона, совершит суджуд, упадет ниц перед Аллахом, и Аллах тогда научит его таким зикром, таким восхвалением Всевышнего Аллаха, которого, это те слова, которые еще никто не знал, и никто эти слова не повторял. То есть это будут, Аллах только ему это скажет. И после этого Аллах скажет, я Мухаммад, о Мухаммад, встань, подними свою голову и проси, и я дам тебе то, что ты просишь. И заступайся, и я приму твое заступничество. И вот здесь тоже есть несколько риваятов. В некоторых говорится, что когда он встанет, и он скажет, о Аллах, спаси мою общину, о Аллах, спаси мою общину. И вот в другом риваяте говорится, что он еще раз, и еще раз, и еще раз будет возвращаться и будет просить еще Аллаха, чтобы Аллах еще больше спас людей. Поэтому это милость Аллаха, эта настойчивость пророка Мухаммада в судный день. То есть, когда нужно представить других пророков, которые ни слова не могут сказать, да? И вот здесь пророк Мухаммад, когда один раз воспользуется тем, что Аллах ему скажет, давай, заступись, да, он еще раз вернется. И еще раз вернется. И каждый раз будет у Аллаха выпрашивать что-то другое. Это как с намазом. На самом деле мы должны были совершать 50 намазов в день. Вот сейчас люди жалуются, как 5 намазов, да? Это рахмат.
пророку нашему, который возвращался и просил у Аллаха, ходатайствовал за нас, чтобы Аллах дал нам облегчение. И осталось 5, так ведь? Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будет каждый раз возвращаться и просить у Аллаха. И вот просто сейчас у нас время иссякло. Вот. А потом я вернусь к моему Господу, Бухари Муслим передает этот риваят, да? А потом я вернусь к моему Господу в 4-й раз. То есть вот каждый раз он будет что-то, какую-то долю получать. Не за себя, а за свою умму, так ведь, за людей. Я вернусь к своему Господу в 4-й раз и снова воздам Ему хвалу. После чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и мне будет сказано, это уже 4-й раз: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебя будет даровано, обращайся к заступничествам, и оно будет принято. Тогда я скажу: о Господь мой, позволь мне заступиться за тех, кто говорил ла иляха илляллах, за всех, кто говорил ла иляха илляллах». И он скажет: это не для тебя, но клянусь своей славой и величием, я обязательно выведу оттуда тех, кто говорил ла иляха илляллах. То есть, кто искренне говорил слова ля иляха илляллах, Аллах обещал, что Он обязательно выведет их из ада. Этот хадис передали Бухари и Муслим. Вот поэтому каждый раз Пророк саллаллаху будет возвращаться. И это тот человек, дорогие братья, которого мы должны любить больше, чем наших любимых матерей и отцов. Это тот человек, которого мы должны любить больше своих жен, мужей, детей, внуков. Это тот человек, которого мы должны любить больше, чем самих себя. Потому что доля этого человека, баракат, польза этого человека в нас больше, чем мы сами. То есть он сделал для нас больше, чем мы делаем для себя. Он дал нам больше, чем дали наши мамы. То, что они родили нас, то, что они носили нас в утробе своей, Он дал нам больше. И поэтому мы должны любить Его больше, чем всех, и в этом будет наш иман. Но какие виды будут заступничества, да, это, иншаллах, тема уже следующей лекции. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.